Akşam hayır olsun saygılı dostlar, hepçi gagavuzlar. Ben isterdim bir açıkla etmeye bizim гагауз проблемалар için. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я хотел бы поговорить немного о Гагаузии, о гагаузских насущных проблемах. Давно мы в YouTube не выходили на мой канал. Давно я не выкладывал видео со своим соображением, что происходит у нас в Гагаузии. И вы знаете, что 21 апреля прошел, так сказать, долгожданный съезд депутатов всех уровней, всех созывов. Но я думаю, что это была пародия на съезд. Организаторам одни из патриотов, которые выходили там на съезде, сказали, что оценка организаторам за съезд двойка по 10-бальной системе. И на самом деле они выполнили, я думаю, что выполнили указания, которые были им даны сверху. Думаю, что руководство автономии себя проявило и показало, что они не способны решать сегодняшние гагаузские проблемы. Опять ввелся декларативный характер, какие-то 2001 резолюции, опять какие-то предупреждения, четких разработок, то, что нужно гагаузскому обществу, то, что нужно гагаузам, это, к сожалению, не прозвучало. Очень многие гагаузы, которые были готовы, экс-депутаты и депутаты, которые туда пришли абсолютно без приглашений, они готовы были поговорить об этих насущных проблемах, но там было все подготовлено, как говорится, по сценарию. В этом фильме участвовали первые лица Гагаузии, кто-то рассказывал об экономике, что все, жизнь прекрасна, кто-то рассказывал о том, что бюджет Гагаузии якобы правительство дало выше крыши и гранды, но, к великому сожалению, якобы у нас отобрали полномочия. У нас в Гагаузии не осталось, а нам еще рассказывают какие-то сказки, что что-то там у нас забрали. И съезд депутатов всех уровней, которые мы на протяжении 2 последних лет били в тревогу, били в набат, что надо провести этот съезд, и патриоты, и аксакалы, и отцы-основатели, когда говорили, что нужно его провести, мы думали, и мы были уверены, что съезд должен пройти на высоком уровне, на высочайшем уровне. И на этом съезде должны были присутствовать все населенные пункты и все депутаты сегодняшних уровней, и все депутаты, которые были с 1990 года. Это около 2000 депутатов, пусть 1000 человек пришло бы, или в Чедерлунге, или в Кангазе. Если сегодня Дом культуры у нас там строится, делается ремонт. Удивляет сегодняшнее обычное такое выступление и господина Дудоглу, демократа, депутата от парламента, от демократической партии, которые уже готовятся завтра, послезавтра выйти с партии. Уже мы видели и в ближайшее время их выступление и подготовка новой Гагаузии, и что они завтра, послезавтра примут решение, что все-таки председатель их партии, их движения должен быть независимым. Видели мы выступление Ибашкана, где говорилось об экономике, говорилось о чем угодно, но только не говорилось о решении именно четких гагаузских проблем, чтобы мы смогли на самом деле центру показать, что мы здесь едины. Говорилось об объединении общества, говорилось, что мы должны объединяться. Все это объезженная эта тема, но это были одни пустые слова. Не было того, чтобы на самом деле съезд почувствовал, чтобы народ Гагаузии почувствовал. Вот мы уже третий день разговариваем с Гагаузией, говорим с людьми. Люди очень все обозлены, экс-депутаты, тем, которым не дали там слово, через полицию там депутаты хотят выступать, они полицию вызывают. Просто абсурд полнейший. А тех, которых не пригласили депутатов, я думаю, что будет оценка дана очень серьезная. И сегодняшние выборы, которые готовят уже сегодня
У нас в очередь собрались, как говорится, кандидаты, которые будут выдвигаться на парламент. Это и Дудоглу, это и Гагаус, и Суходольский, и еще ряд депутатов. Но витает в воздухе давным-давно у нас разговор о том, что если у нас не дадут нам квоту, если у нас отберут все полномочия, то давайте мы соберемся и примем какое-то общее решение, чтобы Центр услышал, что мы здесь едины, как были на референдуме. И на самом деле попросить наших партнеров, наших друзей с Турции, с России, наших друзей, чтобы с тюркского мира, чтобы они реально поддержали Гагаузию и чтобы мы смогли дружно сказать нет этим выборам, как в 91 году, когда Мирча Иванович Снегур выдвигался, и мы Степана Михайловича, первого президента Гагаузской республики, выбирали 8 декабря, а 10 декабря были выборы, в Гагаузии не вышел ни один гагауз, потому что четко было понимание, что те, кто будут выдвигаться, или те, кто будут помогать, они будут предателями гагаузского народа. Мы все эти годы говорили, что если, и вот здесь, в этой книжечке, уважаемые друзья, «Нация строительства и опыт Гагаузии», здесь в резолюциях конкретно было указано, что если и дальше госканцелярия, если и дальше Центр будет отбирать наши полномочия, мы дружненько, элита гагаузская в первую очередь, и народ Гагаузии скажет, что нам нечего искать там, на этих выборах. Потому что говорил господин Дудоглу со своей командой, что они примут эти 3 законопроекта, не приняли. Говорил Дадон с партии социалистов, что они нам дадут квоту и примут эти 3 законопроекта, тоже не дали. В итоге все просто порассказывали сказки и ничего не сделали. Поэтому я думаю, что мы видим, как в Гагаузии, в каждом населенном пункте люди недовольны сегодняшней властью не только в Кишиневе, не только в центре, но люди недовольны сегодня и нашей гагаузской властью. В Тамае была какая-то пиар-компания, здесь сейчас была какая-то пиар-компания. Люди понимают, что нужно от слов переходить к конкретным действиям. И власти должны понимать, если их туда выбирают, они должны отстаивать эти интересы, они должны отстаивать права и полномочия гагаузской автономии. Поэтому я думаю, что то, что обозначил оргкомитет, я думаю, то, что Федор сказал, Добров, на съезде, я думаю, что мы будем с народом Гагаузии говорить, и с низов будем говорить. И как это было в 2013 году, перед референдумом, перед 2014 годом, перед 2 февралем, мы дадим серьезную оценку и до парламентских выборах, думаю, в каждом населенном пункте скажут каждому депутату Народного собрания, каждому руководителю, чиновнику и башкану Гагаузии, что конкретно народ Гагаузии хочет вообще увидеть от сегодняшней действующей власти. Вам же, господа элита, господа чиновники, слуги народа, я хочу тоже поставить 2, потому что вы на самом деле просто-напросто бездарно сдали всю Гагаузию, начиная с налоговой. Правильно сказал Федор, Михаил Макарович начал первый сдавать, привез сюда всех гастарбайтеров, начальников УВД, привез в канцелярию, отдал медицину. И сегодняшний башкан начали продолжать, и сегодняшний депутат парламента Николай Харлампович и Владимир Кыса со своей командой в Народном собрании сдали остальные полномочия. Это и налоговую, это и казначейство, и соцфонд, и остальные структуры. То есть, когда вы говорили, Владимир Михайлович, что вы будете делать моратории какие-то, что вы вернете налоговую, что вы сохранитесь, у вас в итоге даже забрали вашу неприкосновенность, и вы ничего не сделали. Поэтому, сайгылы достлар,
Biz her bir Gagavuz lazım birbirine ses etmeye, hani her bir Gagavuz lazım toplansın da biz lazım söylemeye onlara, hani biz katılmırız onların bu yalanlara, biz lazım onlara söylemeye hepsine, hani onlar korusunlar Gagavuz'u ya da gitsinler bir tarafa. Sağ ol dostlar, sağlık, bereket, kısmet her bir Gagavuz'a, yaşasın Gagavuzya, Gagavuz yeri ileri.